Подожди, а видео? Камеры-то нет. Так, выключай, да, получается, выйти с эфира? Без камеры. Как без камеры? Без камеры. Микрофон включи. Говорите, все. А есть камера? Нету, наверное. А вдруг они нас не будут слышать? Выключи. Добрый день, уважаемые коллеги. Напишите, пожалуйста, в чате, как нас слышно. Дело в том, что у нас есть некоторые технические, слышно хорошо. Ага, спасибо большое. Дело в том, что у нас есть некоторые технические заминки, да, есть микрофон, но так, хорошо слышно. Но дело в том, что нет возможности представить нас на видеокамеры. Видеокамеры сейчас нет, да, поэтому будет только заставка. Уважаемые коллеги, добрый день. Представлюсь. Меня зовут Евгений Викторович Поляков. Я являюсь старшим методистом кафедры социально-гуманитарного образования, а также методистом лаборатории развития этнокультурного образования Института развития образования. В работе семинара участвует Эльвира Ивановна Полякова, кандидат педагогических наук, старший методист лаборатории развития этнокультурного образования. Наш семинар, уважаемые коллеги, посвящен особенностям организации работы с учебным курсом «Край», в котором я живу в первом классе. На семинаре мы с вами раскроем содержательные, а также методические аспекты реализации курса «Край», в котором я живу в первом классе. Вначале хочу вас проинформировать относительно учебно-методической литературы по первому классу. Пока учебное пособие не издано. В ближайшее время учебное пособие для первого класса будет проходить экспертизу для получения рекомендательного грифа Министерства образования, науки и молодежной политики. Уважаемые коллеги, после публикации учебного пособия мы проведем с вами дополнительный семинар, в котором раскроем особенности работы уже с учебным пособием в первом классе. Что касается методических рекомендаций к учебным пособиям по краеведению для 2, для 3, для 4 классов, то они уже прошли экспертизу, сейчас в скором времени будут напечатаны и будут доступны для продажи. Уже напечатано. Да, уже напечатаны, да. Уважаемые коллеги, перейдем к рассмотрению основных вопросов семинара, касающихся содержательных и методических аспектов. В первом классе все темы объединены одним разделом. Это культурное богатство Коми-края. Перечислю изучаемые темы. Календарь охотника, традиционные занятия народа Коми, как в старину передвигались, старый дом в таежном краю, народные ремесла, как одевались раньше, Коми-орнамент, льется музыка, наш дом, Республика Коми. Добрый день, дорогие коллеги. Я рада заочной встрече с вами.
Хотим вам предложить в организации процесса преподавания краеведения с целью мотивации обучения использовать сквозных героев. Вот вы сейчас видите этих сквозных героев. Первый герой – это дед краевед. Все улыбнулись, наверное, да? Дед краевед, все видите, да? Этот герой знакомит младших школьников с основными знаниями о традиционной культуре коми-народа. То есть помогает формированию предметных универсальных учебных действий. Второй герой, сквозной герой с сентября до конца учебного года, это бабушка-загадушка. Вот она какая улыбчивая. Она знакомит первоклассников с устным народным творчеством коми-народа. Загадками, пословицами, поговорками, приговорками. И вот все, что дает, какие задания предлагает бабушка-загадушка, младшие школьники, первоклассники, те, которые умеют читать, могут прочитать и загадку, и пословицу, поговорку. В общем, вот такие сквозные герои. Они будут и в учебниках, в учебном пособии, то есть. Первая тема. Первая тема – календарь охотника. Рассчитана на 2 часа. В рамках данной темы целесообразно познакомить первоклассников с древним коми-промысловым календарем. Учитель может дать краткую информацию о том, что в старину коми-охотники использовали охотничий календарь. У этого календаря нет страниц, разделенных на месяцы и дни. Он небольшого размера. Календарь сделан из металла в виде круга, на котором изображены следующие промысловые животные. Это медведь, олень, горностай, росомаха, лось, выдра, лисица, белка, куница. Учитель может заранее приготовить фотографии зверей, поскольку календарь вы найдете, а еще отдельные фотографии, чтобы дети запомнили, и сравнить их с рисунками животных, изображенных на календаре охотника. Кроме этого, на этом же уроке рекомендуется дать первоклассникам задание нарисовать одного из зверей древнего коми-промыслового календаря. А раз нарисовать, то есть это задания будут в течение года, по краеведению нужно будет завести альбом или тетрадь для рисования, для конструирования, для выполнения аппликаций и так далее. Понадобится тетрадь или альбом. Вторая тема. Традиционные занятия народа коми. Она рассчитана на 6 часов. Необходимо представить информацию о следующих традиционных занятиях коми-народа. Это охота, оленеводство, рыболовство, собирательство. Уважаемые коллеги, кратко сделаю пояснение об охотничьем промысле. Учащимся можно сказать, что издревле охота была традиционным занятием коми-народа. Бывало, что охотники уходили за зверем на сотни километров в лес и охотились в лесу несколько месяцев. Они брали с собой ружье, порох, топор, компас, приспособления для ловушек. В котомке охотника всегда были запасы: сухари, соль, сушеная рыба, сало и крупа. Кроме этого, промысловики не забывали взять с собой теплую одежду и обувь, оленью шкуру для постели, а также котелок, чайник и кружки. Главным другом и помощником коми-охотника была собака породы лайка. Охотничьи лайки имели хорошее чутье и могли на дальних расстояниях выслеживать зверя. Лайки были не из трусливых собак. Они не боялись даже хозяина тайги, медведя. Рекомендуется учащимся рассказать об охотничьих традициях. Коми-охотники строили, и сейчас строят себе в лесу небольшой лесной домик, веркерка. В этом домике охотники могли остаться на ночь, а могли остаться на ночь и другие охотники. У коми-охотников была традиция: переночевав в избушке, они оставляли для других путников еду, спички, соль. Коми-охотника можно было легко узнать по внешнему виду.
Охотник одевался в короткий кафтан, к рукавам которого были пришиты рукавицы. По этой картине можно, По этой да? картине, да, по этой фотографии Это видно. можно увидеть. Поверх кафтана надевали кожаную накидку с карманами. Вот Мгм. вы это видите на фотографии, да? Накидка называлась лузан. Лузан. Такая накидка хорошо защищала от дождя и ветра. Накидка подвязывалась охотничьим поясом. Также стоит упомянуть о традиционных средствах передвижения коми-охотника. Зимой для охоты нужны были широкие короткие лыжи. По коми они назывались лямпа. Лямпа. Они были очень устойчивы при ходьбе по зимним тропам, по зимним заснеженным тропам. Некоторые охотники в дальний зимний поход брали с собой лыжи, подбитые мехом с ног лосей или оленей. Вот этот мех Камус. называется камус. Да. Эти лыжи назывались по-другому. По коми они назывались лысь. На них охотник легко поднимался на возвышенность. Также при ходьбе охотники использовали особый посох. По коми назывался этот посох койпеть. Верхний конец этого охотничьего посоха имел форму лопаточки, а на нижнем был железный наконечник. Вот лопаткой раскапывали снег для ночлега в лесу, а наконечником пробивали лунку во льду, чтобы доставать воду. Мгм. Мне бы хотелось добавить, посмотрите, здесь по этой теме несколько новых слов. Значит, лузан, это как-то в словарике, может, нужно отразить, да? Чтобы дети запоминали. Лузан, лямпа, лыжь и койбедь. Лыжь – это по коми. И важно, чтобы дети-то различали, чем отличается лямпа и лыжь. Лысь, да. Вот. То есть какие-то фотографии. Фотографии нужно обязательно показать, потому что часто путают камусом. И для чего это покрывали мехом с ног лосей и оленей? Потому что передвигаться, чтобы не скользили и так далее. Товарищи, мы учитываем возраст первоклассников, поэтому предлагаем в первом классе очень много дидактических игр, занимательных упражнений и заданий на развитие речи. И в частности по этой теме можно предложить детям такое логическое упражнение. Дети очень любят разные, что лишнее и так далее. Да? Вот такое логическое упражнение. Называется «Что в котомке у коми-охотника?» Для закрепления знаний. Да? Что в котомке? Что в старину брал в котомку коми-охотник? Обратите внимание на слово «в старину». Для выполнения этого задания учитель заранее может приготовить предметные картинки. Итак, что мы возьмем? Например, топор, сотовый телефон, ноутбук, сушеная рыба, термос и компас. Вот такие предметные рисунки. Они будут в учебном пособии. Итак, что же возьмет с собой охотник? Именно брал в старину. Конечно же, топор, сушеную рыбу возьмет и, наверное, компас. Да? Почему же не возьмет сотовый телефон, ноутбук, который вы очень любите, да? Но это в старину. Просто этих предметов не было. Тогда не было. Вот. Ну и еще хотелось обратить внимание на такой занимательный материал. В первом классе дети учатся только читать, и поэтому первоклассники с большим удовольствием восстанавливают рассыпанные буквы. По буквам же еще пока читают. И вот читающим можно предложить такую игру «По следам зайца». Игра называется. Учитель говорит: в зимнем лесу заяц убегал от охотника и оставил следы. То есть вместо следов будут буквы рассыпанные. По заячьим следам собери все буквы и прочитай коми-пословицу. Итак, восстанавливать все буквы, и получается такая пословица: заяц по своей тропе ходит. Ну, по буквам. Заяц по своей. Ну, конечно, между буквами, наверное, нужно оставлять промежутки, сразу-то мы сплошное не будем. Итак, дети объясняют значение этой пословицы.
Теперь мы перейдем к следующему занятию, это оленеводство. Уважаемые коллеги, можно у вас спросить, как нас слышно? Есть ли звук? Напишите, пожалуйста, в чате, как нас слышно. Слышно хорошо. Все, спасибо. Жалко, что не видно. Спасибо, да. Итак, оленеводство. Что можно рассказать первоклассникам, все-таки первый класс, 7 лет, об оленеводстве? Учащиеся должны усвоить, что на севере Республики Коми, в частности в тундре, разводят оленей. Оленеводство считается традиционным занятием коми-ижемцев. Поэтому ижемцам это все понятно, а другим районам, видимо, нужно показать на карте, да, где Ижма, где-то север. Первое время ижемцы держали небольшие стада и пасли оленей недалеко от селений. Но со временем количество оленей увеличилось, им нужно было больше корма, поэтому ижемские оленеводы начали осваивать тундру. Зимой оленеводы стали кочевать, перегонять оленей на юг тундры, то есть поближе к родным селениям. Летом ижемцы со стадами оленей отправлялись к побережью Северного Ледовитого океана. То есть, получается, передвигались. Вот об этом нужно будет тоже рассказать. Что это были кочевники. Кочевники. Да. И холодный океанский ветер, почему перегоняли холодный океанский ветер Северного Ледовитого океана, отгонял комаров, и животные могли спокойно пастись и добывать ягель на новых пастбищах. И поэтому расстояние между зимним и летними пастбищами составляло 1000 километров. Вот здесь опять новые слова, да? Тундра, пастбище, ягель и так далее. То есть вот по каждой теме, дорогие учителя, словарная работа должна быть. Нужно объяснить, показать ягель. Кому-то понятно, кому-то нет. Мох, но ягель, да, белого цвета. Детям рекомендуется дать небольшую информацию о чуме. Вот это как раз на фотографии видите. Но чум это бывает зимние и летний вариант. Да, оленеводы, кочевники, и они живут в чумах и летом, и зимой. И что из себя представляет? Обратите внимание, остроконечная форма. Он состоит из жердей, покрытых оленьими шкурами. Это зимний вариант, да? А летом брезентом. Его легко разобрать и за короткое время снова поставить. Они же много передвигались, и поэтому разбирают снова и на нарты, и едут дальше, передвигаются. И в суровые морозы в чуме тепло, а в жару прохладно, поэтому очень удобный вид жилища как бы. Ну и нужна здесь иллюстрация. Опять-таки у нас, если у детей есть альбомы, пожалуйста, дайте задание нарисовать. Да. Дети с большим удовольствием даже вот раскрашивают. Летний или зимний вариант они уже сами выбирают. Некоторые рисуют дверца открытая, и там печка, там что-то, кроватку нарисует и так далее, и так далее. Вот. А еще интереснее сделать аппликацию из цветных полосок. Так что выбирайте, пожалуйста, но творческой работы вообще, конечно же, нужно обязательно какие-то. Вот это по теме оленеводства. Ну, теперь кратко представим информацию о таком традиционном занятии коми-народа, как рыболовство. Рыболовство было распространено повсеместно. В основном коми ловили рыбу сетями. Для успеха, на рисунке как раз сети, да? Как раз на фотографии вы видите вот эти сети. Для успеха в рыбной ловле рыбаки совершали обряды. Весной после ледохода на реке рыболовы устраивали семейный обед. Эта трапеза была, вот об этом как раз и писал Конаков, известный ученый, этнограф. Он писал, что эта трапеза была связана с первой рыбалкой. Главным обеденным блюдом была уха из прошлогодней рыбы. Целый год рыбаки хранили рыбу, пойманную после ледохода год тому назад.
Почти всю пойманную рыбу заготавливали впрок. Для лучшего хранения ее солили. Рыба была любимой едой коми-народа. Вот, например, к праздничному столу готовили несколько разновидностей пирогов из рыбы, которые назывались черенянь. Черенять. Ага. И тут я снова обращаю внимание на семантизацию, на словарную работу. Итак, какие же новые слова здесь дети узнали? Во-первых, сети. Да, сети. Не удочкой, не чем-то, а вот именно сети здесь на рисунке очень хорошо представлены, поэтому детям будет понятно. И обратите новое слово рыбник, а по коме черенянь. Используйте, пожалуйста, прием сравнения и сопоставления. Рыбник, рыба, черенянь, черри – это рыба. Поэтому слово Черри, рыба, нянь – это хлеб, да. Хлеб, вот, то есть двух слов. Составное Рыбник, слово. черенянь, черри, нянь, два слова. Ну, рассмотрим еще одно традиционное занятие коми-народа – это собирательство. По-другому, Или тихая охота. Да, тихая охота. Летом и осенью жители коми-края собирали ягоды и грибы. Для сбора даров леса они находили в тайге грибные и ягодные места. Ягоды ели в свежем виде и заготавливали, как и рыбу, впрок. Ягоды сушили. Из сушеных ягод варили напитки. Традиционной пищей коми был кисель, приготовленный из толченых ягод черемухи и черники. Такое лакомство по коми называется ляс. Бруснику и морожку замачивали в деревянных бочках-катках. Из них варили морс и кисель. Северные ягоды применяли как лекарство от разных болезней. Они были источником витаминов. Ну, почему были? И сейчас это источник витаминов, да? Также в коми-семьях любили собирать грибы. Из них варили грибные супы, пекли грибные пироги. Для долгого хранения грибы сушили и солили. Самыми ценными считались белые грибы и грузди. Угу. Дорогие учителя, эта тема очень благодатная для развития детей и для развития речи. Я думаю, найдете иллюстрации, где собирают дети или грибы, или ягоды. Вот. И по этой картине дети рассказывают. А сколько можно здесь логических упражнений? Да, логические упражнения. Например, съедобные грибы, несъедобные грибы классифицируют. Так? Например, ягоды разные и овощи опять классифицируют, чтобы ягоды. И на этом уроке мы вам предлагаем очень интересную игру разгадывания кроссворда. А сквозное слово будет собирательство или тихая охота. Здесь вы предлагаете разные рисунки или картинки. Например, брусника, клюква, морожка и так далее, чтобы получилось сквозное слово собирательство, либо тихая охота. Ну, почему тихая охота и в кавычке, тоже нужно будет вам разъяснить. Так, ну и дети любят, я уже говорила, рассыпанные буквы, а здесь будут рассыпанные слова. Прочитав, соберите слова и прочитайте коми-пословицу. Это задание опять бабушки-загадушки. И дети читают: лето кормит, а зима поедает. Ну, нужно разъяснить. Еще раз повторяю, это уже для чтения будет задание. Прочитайте. Не задание деда краеведа, а бабушки-загадушки. Значит, это пословица, попытайтесь прочитать. Всегда в классе есть читающий ребенок, он прочитает. Если нет, вы прочитаете слова, а дети уже восстанавливают. Лето кормит, зима поедает. Да. Уважаемые коллеги, следующая тема называется «Как в старину передвигались». В ходе изучения данной темы учащимся необходимо дать информацию о разных традиционных средствах передвижения коми-народа. Это водный транспорт, вот вы видите, это как раз
на фотографии, Фото да? старинные. Да, это фотографии автор Сергель. Сергей Сергель, да. Сергель. Это начало 20 века. Очень старинные. Да, лодка-дощанка, да, где изображены, Очень удачные. да, где изображена коми-семья. Так вот, сначала давайте раскроем особенности водного транспорта у коми-народа. Ну, водный транспорт в основном это были лодки, да? Основными путями сообщения в Коми-крае были реки. Ну почему? Потому что Коми-край все-таки он был труднодоступным. Очень мало было дорог. Да, и поэтому большинство селений размещалось на берегах рек. Это Печора, Вычек, Даижма, Луза, Сысола, Вымь, Вашка, Мезень, Вишера. Вот одни из самых крупных рек Коми-края. И в хозяйстве, как я уже сказал, главным транспортом, водным транспортом была лодка. Без лодки невозможно было заниматься рыболовным промыслом. Мастера изготовляли лодки-долбленки и лодки-дощанки. Они выбирали в лесу осиновое дерево и делали заготовку для лодки. Весной заготовку привозили в поселение или к охотничьей избушке. Здесь уже окончательно обрабатывали заготовку. С помощью топора выдалбливали древесину изнутри, если это долбленка, да? И вот так с помощью умелых рук мастера получалась лодка-долбленка. Но были больше распространены именно лодки-дощанки. Лодки-дощанки мастера делали из осиновых досок. Вот поэтому и называется это дощанка, да? Как раз вот вы на фотографии видите лодку-дощанку. Лодки-дощанки были более устойчивые, чем долбленки. Они использовались при ловле рыбы сетями. Вот обратите внимание, высокие борта, да, высокие борта дощанок позволяли плавать на них по большой реке в ветреную погоду. И давайте вернемся к новым словам по этой теме. Итак, самые главные слова это лодка, долбленка. От чего образовалось от слова выдалбливали древесину изнутри, выдалбливая, поэтому долбленка. И второе слово лодка-дощанка из досок. Поэтому, смотрите, словарь все увеличивается, новые слова, но обязательно нужно это вот такие понятия, обязательно. Да. Так, значит, тема «Как в старину передвигались» продолжается. И на следующем уроке дети знакомятся не только водным, но и наземным транспортом. Как же по земле передвигались? В коми-семьях в хозяйстве держали лошадей. Их использовали как транспортное средство. Лошадей запрягали в волокуши. Новое слово – волокуши. Сани и телеги. Что это за волокуши? Волокуши от слова волок. Волокуша – это сани, сделанные из корня дерева. И по коми называли вуж-додь. Вуж – это корень, додь – это сани. Сани, сделанные из корней дерева. Они применялись для перевозки бревен и других грузов по лесным дорогам волоком. То есть волоком тащили. Летом и осенью коми использовали колесный транспорт, телеги, а зимой передвигались на санях. По коми эти сани назывались корадодь. Вот вы видите сейчас на иллюстрации как раз корадодь, очень интересная, с двумя сиденьями, 2 человека вмещаются с 2 сиденьями и с коробом. Вот обратите внимание, короб. Вот, делали из бересты, из других материалов, достаточно удобные корадодь. Итак, новые слова. Волокуша, корадодь. Так, на севере коми-ижемцы ездили на нартах. Следующее, нарты. Это длинные узкие сани для езды на оленях. Нарты. Для управления оленей упряжкой использовали длинный тонкий шест,
называется хорей. Опять два новых слова. Нарты, по коме норт. Вот мы сравниваем, пишем на доске или печатаем нарты, норт. Хорей, а по коме харей. Вот как отличаются, буквально одной буквой. Одной буквой. И я думаю, такие знания очень полезны даже для сравнения. Харей, хорей, нарты, норт. По этой теме можно предложить детям логическое упражнение. Какое же упражнение? Например, дать фотографии с изображением видов транспорта, именно водного. Например, теплоход, катер, лодка и паром. Вот такие картинки. Итак, дети должны назвать традиционный водный транспорт коми-народа – это лодка. Вот такое логическое упражнение. Можете вы другое, но тем не менее для закрепления опять-таки мы даем какие-то игры. И задание нарисовать. Что здесь можно нарисовать? Какой-то вид транспорта. Кому что нравится. Могут корабль нарисовать, могут нарты, может лодку. Можно из вот нарты у нас клеили при апробации из цветных полосок. Делали аппликации. Аппликации. Очень красивые получились вот нарты из цветных аппликаций. Вот. Ну, в учебнике будет предложено, в учебном пособии, это аппликация из цветных бумаг. Так что вот таким образом попытайтесь использовать прием сравнения нарты, норт, хорей, корей. Да. Уважаемые коллеги, следующая тема называется «Старый дом в таежном краю». На эту тему отводится 2 урока. На первом уроке дети узнают о традиционных жилых постройках коми-народа. Рекомендуется первоклассникам дать следующую краткую информацию о жилых постройках коми-народа. В Коми-крае дома строили из толстых сосновых или лиственничных бревен. При постройке в сруб клали нечетное количество бревен. Считалось, что это... Да, это интересно. Да. Считалось, что это принесет счастье. Утепляли дом, прокладывая бревна мхом. Под одной крышей размещались жилая и хозяйственная части дома. В жилой части проживала большая семья. Эта часть состояла из 2 изб. Одна для зимы, а другая для лета. Печка была большая и занимала большую, значительную часть избы. Под потолком рядом с печью пристраивали палати, любимое место детей в зимние месяцы. В углу дома располагался иконостас. Вся мебель в крестьянском доме была самодельная. В коми-домах имелись столы, лавки, полки для посуды, стулья, кровати, подвесные детские люльки-зыбки. В хозяйственной части дома, которую называли сарай или хлев, держали скот и домашнюю птицу. Вот почему в крестьянских домах объединяли вместе и жилую часть, и хозяйственную. Поскольку в Коми-крае очень длинная зима, да, была, ну и сейчас тоже есть, в суровые долгие зимы работы по хозяйству можно было выполнить, не выходя из дома. То есть вот такие были преимущества. Ну, кто внимательно слушал, давайте мы новые слова повторяем. Значит, первое очень трудное слово для детей – это палати. Сейчас, наверное, таких домов уже нигде сохранились, только музея где-то, да? Наверное, да, наверное. Палати. По коми пылать. Палати, пылать. Значит, что мы найдем? Надо искать фотографии, а иначе непонятно. Там ведь большая семья, например, все дети спали, там тепло, близко, высоко и близко. Рядышком печка. Да, печка. Да. Поэтому я в детстве сама спала. Вот. И мне, например, очень нравилось. Все дети, все 3 мы девочки спали в этом месте. Значит, палати. Дальше. Лавки. Да? Люльки, зыбки.
Можно даже продемонстрировать на фотографии, на да, фотографиях как она выглядела. разные формы даже, да, мне Да. кажется, это все можно найти. Хлев, там, где скот, да, или сарай, держали скот, домашние птицы и так далее специально. Ну и можно, конечно, расширить, да, я думаю, значит, звезд, вот это и так далее. Если вы хотите расширить, и, конечно, здесь нужно без фотографий, без картин не обойтись. И вот вы обратите внимание, пожалуйста, на картину, на иллюстрацию «Изба». Это называется изба двойня. Двойня. Вот почему двойня? Как бы разделена на две части. На две да, части, получается? двойня, да, вот зимняя и летняя сторона, вот об этом тоже нужно говорить, где есть печка, где нет печки. Еще интересные есть типы домов, как дом с заулком. Пожалуйста, найдите, вот мы в учебнике даем усть-куломский вид, дом с заулком, там как веранда. Так, и дом с мезонином. Можно обратить внимание на то, что в разных районах строились разные типы домов, дома-то разные. Вот. И очень хорошо, если бы нашли, какие примерно дома в одном районе, в другом районе, а двойная изба, мне кажется, это самое распространенное. Кроме этого, бабушка-загадушка тут опять дает загадки. Ну-ка, давайте отгадаем. В день один раз ест. Что это такое? В день один раз ест. Вот. Но это старинная загадка. Это печка. Но если холодно, и 2 раза есть, да, утром и вечером. Да, вот да. такая загадка. Да. И вторую загадку послушайте. В сенях ходит, а в избу не заходит. Это дверь. Ну, можно, конечно, расширить по вашему усмотрению. Вот. Ну и что-то, если можно нарисовать, пожалуйста, дайте. Очень интересно. Печку, например, нарисовать. Половину, например, да, дать рисунок, половина, одна сторона избы нарисована дома, а другую продолжить. А смотри, детям будет так интересно, чтобы параллельно, чтобы ровненькие были, значит, стены и так далее, ровные линии для первоклассника, для каллиграфии. Замечательное упражнение, замечательно. Значит, вот такое дорисовать дом, такая интересная работа, дорисовать по точкам, может быть, и так далее. То есть вы уж там посмотрите, может быть, печку им захочется нарисовать. Так. Ну и на втором уроке детям нужно рассказать о традиционных хозяйственных постройках народа Коми. Итак, какие же постройки? Это амбар, вот вы сейчас видите амбар, ледник, колодец и баня. Значит, 4 новых слова. Амбар, ледник, колодец и баня. Итак, мы видим опять, это фотография Сергея. Да, фотография Сергея Сергеля. Амбар сооружался для хранения зерна и пищевых запасов, охотничьего и рыболовного снаряжения. Вот тут хранили, да? Амбар был небольшим и находился недалеко от жилого дома. Он строился из более тонких бревен, чем жилой дом. Хлебный амбар всегда ставили на высоких столбиках. Мы сейчас видим, вот повыше немножко. А почему? Потому что защищали запасы от грызунов, от мышей. Поэтому вот повыше. Наверное, эти сведения будут достаточно. Тут хорошо видно. Для долгого хранения запасов еды делали небольшую постройку под крышей и называется ледник. Внутри ледника выкапывали яму, которую заполняли снегом. Ну, превращался в лед, поэтому назвали ледник. Ледник служил для хранения продуктов все лето. Ну, рыба свежая и так далее. Холодильников-то раньше не было. Можно спросить, а что заменяет сейчас ледник? Холодильники, дети скажут, современные. В коми-селениях воду брали из колодца. Колодец – это глубокая узкая яма, укрепленная срубом. Воду из колодца доставляли черпаком на длинном шесте. Опять это нужно сделать фотографию.
У многих на дачах есть, но нужно, конечно, найти старинный такой колодец, да, черпак на длинном шесте. Коми очень любили париться в бане. Да и сейчас мы очень любим. По коми бани называется пывщан. Коми бани были небольшие. В углу бани располагалась печка каменка, от слова камень, которая давала сильный жар. Тут нужно объяснить, от чего жар. Да? Ну и в парилке бани были предусмотрены лавки. Баня считалась лучшим лекарством от многих болезней. Можно спросить, что сохранилось вот из этих построек? Амбар, ледник, колодец и баня. На дачах у нас есть и колодец, и баня у многих, да, но уже из других материалов. Из других материалов, да, более современные бани строят сейчас, а печку-то каменку нужно, конечно, показать, да, и лавки немножко другие были. Да, перейдем к рассмотрению следующей темы, которая называется «Народные ремесла». 2 урока посвящены теме «Ремесла мужские». Что нужно рассказать по данной теме? К мужским ремеслам относились резьба по дереву и плетение из бересты. Основное ремесло у коми – это резьба по дереву. Мастера-умельцы изготовляли из дерева утки-солонки, ковши, кружки, сундуки и другие предметы домашнего быта. Каждый мастер старался сделать для своей семьи все самое лучшее и необычное. Чаще всего предметы вырезали из березы и деревянного нароста – капа. Плетение из бересты было важным ремеслом коми-семьи. Сначала летом заготавливали материал для плетения – бересту, затем заготовку хранили до зимы. Холодными зимами мастера из берестяных заготовок создавали красивые и полезные в быту вещи. Так, здесь вернитесь, пожалуйста. Вот новые слова. Мы тут видим пестерь и корзинку, да, лукошко. Новые слова. Утка-солонка. Ну, я думаю, в интернете всегда можно найти, да, эту картину. Утка-солонка, ковш, сундуки. Так, ну и вот из бересты и древесного нароста кап. Вот кап, наверное, нужно тоже будет как-то найти, если уже будете об этом говорить, потому что изделия это делают и из бересты, и из нароста капа. По теме «Женские ремесла» посвящены 2 урока. Коми-мастерицы занимались работой, требующей кропотливого труда и терпения. К женским ремеслам относились ткачество, вышивка и вязание. В прошлом каждая коми-женщина умела ткать. Из льняной нити ткали рубашки, пояса, полотенца, скатерти. Тогда же ткацких фабрик не было. И все, что было дома, это все, конечно, труд женщин-мастериц. В коми-домах пол украшали пестрые половики-дорожки. Тоже нужно показать. Сейчас тоже в некоторых деревнях, в селах мы встречаем на полу красивые половики-дорожки. Рукодельницы ткали половики на особом ткацком станке. Мастерицы украшали домотканные изделия вышивкой. Вышивали в основном красными нитями по белой льняной ткани. Украшали изделия особым узором, коми-орнаментом. Вот мы здесь как раз видим, как орнаментом украшали чулки. Да. Ну, орнамент можно понять, можно и не все объяснить, допустим, но тем не менее вот такие красивые узоры. С детства девочек учили вязать. Коми-рукодельницы из домашней шерстяной пряжи умели вязали теплые носки и варежки, шапки и шарфы. Изделия украшались ярким орнаментом. Учителю рекомендуется рассказать и об орудиях труда мастериц.
В старину коми женщины сами изготовляли нить и пряжу с помощью прялки и веретена. Потом я позже еще расскажу, но тут вот уже появились новые слова. Прялка и веретено. С малых лет девочки смотрели, как пряли их мамы и бабушки. Наблюдая за этой работой, юные рукодельницы учились ткацкому мастерству. А вот изготовление самой прялки – ремесло уже мужское. Мастеровые люди старались сделать прялку красивой. Чтобы прялка радовала глаз женщин, умельцы украшали ее резьбой и росписью. Прялкой украшали разными узорами и орнаментами. На старинных прялках можно увидеть узоры из разных фигур, квадратов, кругов, зубчатых прямых линий. Прялкой украшали фигурами сказочных птиц и животных. Ну и, конечно, здесь нужны фотографии прялок. Разные у нас нету, да, мы не взяли. Но все это можно найти. Вот, украшали разными узорами, они отличались друг от друга. Вот, и здесь можно использовать картины Елены Ермолиной «Деревенская утварь». Обратите внимание, пожалуйста, на эту картину. Предметы домашнего быта народа коми здесь изображены. Акцентируйте внимание на материалы изготовления. Изготовляли из глины. Здесь мы видим горшок и кринку. Внизу, да, на скатерти. Горшок, кринка. Надо запоминать эти названия. Из бересты. Лукошка. Нужно показать на картине. Да, лукошка. Туес. Или корзинка туес. Угу. Пестер, сито. Угу. Туес. Так. Ну и из дерева здесь дерево. сундук. Угу. Сундук. Ну, я думаю, сейчас уже нигде мы не видим сундуки, но тем не менее очень важно все это показать. Потом мы еще встретим это слово сундук. Так, ну и смотрите, здесь яркие такие, то, что из бересты яркие, да, из глины более темные, сундук. Ну, в общем-то, натюрморт, поэтому здесь просто мы используем вот такой прием. Рассказать, для чего, особенно на туес обратите внимание. Туес, по коме туес, от слова туй, в дорогу брали. Дорогу, туй – это дорога, да. Вот, и хорошо было хранить здесь что-либо, молоко, квас и так далее. Не портились продукты. При изучении этой темы используется прием конструирования целостной картины из пазлов. Вот если будет возможность эту картину распечатать, заготовить пазлы, вырезать ножницами небольшие фрагменты картины. И младшие школьники очень любят, кстати, при апробации мы убедились, создают целостную картину Ермолиной «Деревенская утварь». Да, из фрагментов вот такие картины. Да. Ну, конечно, чтобы перед глазами была эта картина и пазлы. Кстати, вообще пазлы используйте в первом классе. Картины, там рисунки, то есть другие картины и произведения живописи. Так, следующие две картины, тоже Елены Ермолиной. «Бабушкин сундук» и «Бабушкино место». Это же в конце изучения темы. При рассматривании картины «Бабушкин сундук» рекомендуется детям дать такое задание. Найдите изделия, дети рассматривают, здесь очень много всего. Изделия, которые коми-мастера изготовляли из дерева и бересты. То есть повторение, рассматривают. Вот мы наверху видим утку-солонку, да? Утка-солонка. Так, из дерева называют. Тут и прялка, да, веретено. Внизу очень много разных изделий. И задание будет такое. Какие вещи или изделия хранились в бабушкином сундуке? Вот как такового сундука мы здесь не видим, но до этого, потому что покрыто все, да? А до этого уже дети видели,
Поэтому что же можно хранить? И вот они перечисляют, что мы видим. Платки, полотенца, скатерти, сарафаны, чулки, носки. Ой, как я любила сундук у бабушки рассматривать. Мы маленькие были. Мы даже вытаскивали, одевались, ну, как бы любовались всей этой красотой. Теперь бабушкино место. Вот очень важна эта картина, потому что еще раз повторяет прялку веретено, новые слова. И можно рассказать о том, как раньше пряли коми-мастерицы. На доске нужно напечатать новые слова. Еще раз. Прялка, веретено, два новых слова. Кудель и лопасть. Кудель и лопасть. Вот на этой картине мы видим кудель и видим лопасть. Детям можно сделать пояснение, как пряли мастерицы. Обработанное льняное волокно или кудель привязывали, дети внимательно рассматривают, привязывалось в верхней части прялки лопасти. Вот вы это видите как раз на Всё, картине, да? как раз на картине вот эта лопасть. Лопасть Туда изображена. привязали кудель. Мгм. Сиденье прялки устанавливалось на лавке или на стуле. Вот здесь здесь как раз лавка. Мгм. Как раз А возле можно и на окна. стуле. Можно и на стуле. Да. На сиденье садилась мастерица, что нужно сесть, чтобы Да. укрепить. Это очень важно. Вот сиденье начинал- называлось донце. Донце, да. И Мгм. начинала свою работу. И вот тут-то нужно рассказать, что за работа. Осторожно, левой рукой, можно даже это показать, левой рукой, из кудели мастерица вытягивала нить, скручивая ее при помощи веретена. Вот почему нужно веретено, потому что с помощью веретена, вот так крутится веретено в правой руке мастерицы, и скручивается что? Нить. Нить скручивается. Вытянув нити достаточно их длины, когда уже длинная получается нить, мастерица сматывала нить на веретено. Поэтому смотрите, какую роль играет, вот многие дети, а ведь первокласснику как-то нужно об этом рассказать, что значит прялка и как плести. Вот, пожалуйста, веретено и скручивает, и на веретено мы наматываем, сматываем нить готовы. Мгм. Женщины работали с большим старанием и терпением. Какое терпение нужно, чтобы нить получилась ровной, тонкой и еще и крепкой. Если сильнее потянешь кудель, сильнее, раз и дернешь, да, нить оборвется. Если слабее потянешь кудель, кто боится, да, слабо, нить может быть толстой и неровной. Вот Да. смотрите, чтобы крепко, ровно, тонкая. И обратите внимание, ведь окно показывает, да, Ермолина. А почему? За окном зима. Значит, когда пряли, когда выполняли эту работу? Зимой, Мгм. когда нет этих полевых работ, нет работы на огороде и так далее, и так далее. Поэтому в холодную зиму бабушкино место садилась и, посмотрите, рядышком клубок. Можно будет объяснить клубок. Когда на веретене много уже нити, то когда что мы делаем? В клубок мы теперь заматываем из веретена и так далее. То есть, вот на что хотелось обратить внимание. Рекомендуется наглядно продемонстрировать прялку при помощи посещения этнографического музея. Конечно, картина очень удачная, но если дети увидят, да еще и увидят мастер-класс, как это делается. Да. Я пыталась, это действительно трудная работа, трудное дело. Пыталась я это делать у бабушки, поэтому, конечно, можно увидеть. Вот как раз в чате написали, да, о том, что очень хорошо знакомиться с традиционной культурой народа Коми именно в этнографическом, этнографическом музее. Да, это вообще замечательно. Это как будет можно живое больше уроков, общение. конечно. Это будет живое общение. Урок музея, да, музей-урок. Учителю можно провести аналогию между прошлым и современностью. Вот все равно в конце урока мы говорим о традиционной, и все время спрашиваем, сравнить, как раньше ткали.
Смотрите, какая трудная работа. Ведь всю одежду из нити, которые они сами ткали. А как это делают сейчас специалисты рабочие уже в современных текстильных фабриках? Вот такое обобщение. И вообще очень красивые, мне очень нравятся картины Ермолиной. И, пожалуйста, вот не все это будет, если что, можно найти сейчас, пока нет учебных пособий в интернете. Найдите, пожалуйста, 3 картины. Итак, картины, как называется, «Деревенская утварь», «Бабушкин сундук» и «Бабушкино место». Как раз для 1 класса здесь ничего трудного нет. Уважаемые коллеги, следующая тема называется «Как одевались раньше». На эту тему по программе отводится 5 уроков. На первых 2 уроках учащиеся узнают о традиционной мужской и женской одежде коми. Мужской традиционный костюм. Мужской традиционный костюм состоял из длинной рубахи на выпуск и штанов. Штаны были заправлены, как правило, в шерстяные носки. Рубашка была подпоясана узорчатым поясом. На ногах мужчины носили или сапоги, или кожаные ботинки коты. Угу. Женский традиционный костюм состоял из рубашки и надетого поверх нее сарафана. Сарафан подпоясывали тканым или плетеным поясом. В обычные дни женщины носили повседневную одежду, а в праздничные дни надевали нарядные костюмы. Я вот думаю, где это можно костюмы показать и найти в селе. Я думаю, есть же творческие коллективы, танцевальные, да, там, может быть, вот по возможности это бы надо как-то все-таки показать. А эти фотографии, конечно, помогут усвоить рубашку. Да, у детей будет одежда. Представление о традиционной одежде. Новое слово «коты», да? Да, коты. Коты и рубашка, сарафан, это более знакомое, но, в общем-то, все равно на это нужно обратить внимание. На уроке можно детям рассказать об одной из традиций этнопедагогики народа коми, это изготовление куклы. Кукла по коми акань. Вот нужно и по коми знать это слово акань, очень красивое слово. В коми семьях девочки сами мастерили себе кукол. Изготовляли куклы из разных материалов. Но я вот читала, нужно, чтобы они не старые ткани были, да, а новые. Из новых тканей обязательно. Это лоскутки ткани, но еще раз повторяю, новые. Из соломы, из бумаги. Под руководством бабушек и мам дети мастерили куклу и одежду для нее. Конечно, под руководством, самостоятельно один раз увидеть, потом они будут сами. Одевали кукол в юбку и сарафан, опоясанный красивым поясом. То есть они же подражали, вот, пожалуйста, изучили, какие национальные костюмы, и дети уже также и одевали. На уроке учитель может предложить детям изготовить по плану коми народную куклу-скрутку. Ну, мы принесли, чтобы вам показать куклу-скрутку. Вот я в руках держу, но, к сожалению, вы нас не видите. Вот эту скрутку мы приобрели для того, чтобы в учебном пособии показать, мы сфотографировали план, то есть как постепенно нужно одевать, изготовлять. И поэтому самая простая, конечно, кукла-скрутка. Кукла-скрутка очень простая. Там будет написано, и детям вы скажете, какой материал для, допустим, для платка, там, для сарафана, что взять за основу и так далее. Вот такая простая кукла-скрутка. Ну, если трудно, я думаю, что мамы, старшие сестры и бабушки помогут изготовить эту куклу-скрутку. Ну, мы как бы рекомендуем. Ну, более подробно об этом мы вам расскажем, когда будем рассказывать об учебном пособии. Когда выйдет учебник, и мы еще раз детально об этом поговорим.
На 4 и 5 уроках рекомендуется рассказать о традиционной зимней одежде народа вот, Коми. извините, оказывается, кукла-кань-то у нас Да, есть. вот вы это кукла-скрутка. можете увидеть. Справа, да, справа это Кукла-скрутка. кукла-скрутка. То, что я держала в руках. Да, да. Вот это скрутка. Зимняя одежда, да? Зимней верхней одеждой у Коми была шуба. На севере носили малицу. В сильные морозы поверх малицы надевался совик. Малицу изготавливали из оленьего меха. В отличие от шубы, малица шилась мехом вовнутрь. Вот слева вы Здесь как раз видите вот эту малицу. Малица. Да. К рукавам малицы пришивались меховые рукавицы. Капюшон северной одежды малицы обшивали мехом изнутри и снаружи. Да, вот обратите внимание, изнутри мех и снаружи. Традиционная зимняя обувь Коми – это валенки и пимы. Валенки изготовляли из валеной шерсти, поэтому им получили такое название, да, валенки. А пимы мастерили из оленьего меха. Пимы украшались кусочком меха и разноцветной шерстяной тканью. Новых слов много здесь, да? Да. Очень много. Давайте новые слова. Малица. Причем малицу можно дать нарисовать, правда? Или Можно. по точкам. И да, украсить, потому что украшает малица. Совик. Так, еще какое слово? Валенки. Валенки, Новое пимы. слово, пимы. да, слово валять. И Мгм. пимы. Пимы, Да. малица, пимы. Вот пимы хорошо дать задание нарисовать. В общем, здесь нужно опять-таки предметы рисунки, чтобы все увидели. А здесь мы отличия видим, да, совик и... Совики. Следующая тема – коми-орнамент. Эта тема рассчитана на 2 часа. Коми украшали вязаные изделия, предметы домашнего быта из дерева и меха особыми узорами, орнаментами. То есть это предмет украшения, да? Украшали изделия, изделия из дерева и меха. В далекие времена орнаменты служили не только украшением. Коми считали, что вещи с узорами оберегают их. Опять же, вот такое поверье. Если украшено с узорами, оберегается человек. Каждый элемент орнамента рассказывает о природе и традициях народа Коми. Коми-орнаменты представляют собой разные фигуры. И мы здесь видим фигуры солнца, видим да, олень, чум. Вот они похожи чем-то. Если будем сравнивать, можно для сравнения, да, чум и олень. У оленя рога. А чум вот это отличие. Мужчина, женщина. Чем отличается, обратите внимание сами. Ну и ребенок внизу. Это уже люди. Мы здесь только 6 орнаментов. Их, конечно, гораздо больше. Очень много. Вот. Поэтому на ваше усмотрение по характеру орнамента на одежде можно определить, из какого даже поселения Коми-края человек. Ну и после того, как мы показали, разъяснили, дать задание на альбомах или в тетрадях клетку нарисовать разные орнаменты. Вот. Ну, это уже по усмотрению учителя. Что выбирать, или чум, или олень. Какой именно орнамент? Да, а потом можно дать творческое задание. С помощью орнаментов, рисунков составить и напечатать предложение по теме «Наш дом Коми-край». Это ведь уже конец года почти, поэтому все буквы знают. Например, Коми-край богат и рисунок ель, да, береза, дерево. Значит, богат лесом. В реке много и рисунок рыба, ну и так далее. То есть с помощью орнамента или этот текст вы можете сами составить, да. Уважаемые коллеги, перейдем к рассмотрению следующей темы, которая называется «Льется музыка». В рамках данной темы целесообразно познакомить младших школьников с коми-музыкальными инструментами.
Неповторимый звук издавали духовые инструменты. Это чипсоны, свистки, вот по коми назывались чипсоны. И дудки, по коми Пылен. пелены, да. Такие инструменты мастера делали из тонкого стебля растения. Дудник. Дудник, да, Эльвира Ивановна подсказывает, дудник назывался. Дудки, вот поэтому и назывались дудки, да, от растения. Дудить. Дудки и свистки издавали звуки, похожие на те, что издавали птицы и животные. И вот эти музыкальные инструменты, да, они, возможно, примитивные были, но, да, но их использовали, и часто их использовали на охоте, да, в качестве приманки. Да. Коми Как птицы, как да? птицы, да, они друг друга потом... да, они похожие звуки издавали. Коми-мастера изготовляли ударные инструменты. Громкий звук издавал деревянный барабан. Вот вы видите в центре, да, в центре ку-барабан. Он представлял собой деревянную подвеску, дощечку, такой прямоугольной формы с ремешком. То есть одевался на шею, да, этот барабан, подвязывался. Барабаном пользовались раньше пастухи. Вот он давал такой громкий звук ку-барабана. Это был сигналом для выгона, поиска и пригона коров. То есть имел такое утилитарное значение. Да? Также оленеводы с помощью вот этого барабана отгоняли волков от оленьего стада. Последняя тема называется «Наш дом. Республика Коми». В процессе изучения данной темы первоклассники должны осознать, что Республика Коми является домом для многих народов. Вот само название Республики Коми образовалось от коренного народа Коми. В одном классе могут учиться представители разных национальностей, поэтому рекомендуется на данном занятии сделать краткий экскурс и познакомиться с традиционной культурой данных народов. Учащиеся должны осознать, что многочисленные народы, проживающие в доме под названием Республика Коми, живут дружно. Я бы хотела добавить, посмотрите, по этой теме льется музыка. Хорошо бы сказать об ансамблях, ну так, в общем, да, хотя бы, где исполняют какие-то музыкальные произведения на и играют на традиционных музыкальных инструментах. Да? Тоже по композиторе Чисталевой можно, Прометовой Чисталеве, вот, ну, Сигудек и так далее, и так далее. И здесь нужно добавить про Сигудек обязательно, потому что мы здесь не это самое. Там будет текст, я думаю, что мы включим текст, где рассказывается о Сигудеке. Да, об этом струнном музыкальном инструменте. То есть мы представили вам духовые инструменты, да, ударные инструменты, но были еще и струнные инструменты, причем Сигудек. Традиционные. Это Сигудек. Вот это коми название Сигудек, и об этом. Ну и, конечно же, хорошо бы пощупать и поиграть, да, если будет возможность, почему бы нет? Да, если это есть, может быть, в школах нет, но в детском садике, если есть, да, то же самое посвистеть и так далее, чтобы дети знали, что это все можно изготовить. Ну, да. Дудник нашли, сделали, мы так вот искали там это, свистульки и так далее, сами изготовляли с большим удовольствием. Ну и хотелось бы сказать, что в конце учебного года сквозной герой бабушка-загадушка может предложить поиграть в коми-народные игры. То есть, кроме всех вот этих загадок, пословиц, поговорок, их будет очень много, мы предлагаем 3 игры, народные игры. Это медведь, воробей и 3-я игра мыший угол. Вот. Если будет время, это можно, я думаю, эти игры найти несложно. Можно разучить какие-то песенки, стихи-песенки из этих игр наизусть. Ну, я зачитаю одну песенку из игры в игре «Медведь».
на русском и на каком языке можно. Медведушка, бабушка, медведушка, бабушка, твою чернику собираем, твою бруснику выбираем, хорошие ягоды себе берем, плохие ягоды выбрасываем. Ну, играют. В классе нет возможности, так я думаю, что в спортзале, еще где-то. Это уже весна, поэтому, возможно, на улице. Вот таким образом хотелось подытожить, что темы очень интересные, правда? Настолько интересные. Вот. Но, к сожалению, наверное, учителя, вы сейчас думаете, вот все бы это было. Я думаю, что найдут возможности, наверное, финансовые еще какие-то проблемы, но будет учебник. Да, учебное пособие будет, на самом пособие. деле уже все сверстано, Все есть макет, да, но... утвердить Да, осталось. осталось, Вот, но вы сейчас представляете хотя бы темы какие, как можно без учебников преподнести все это. Значит, мы вам подсказали какие-то игры, примерные темы. В программе все эти темы обозначены, умения обозначены. Ну и мы бы хотели поблагодарить вас за проявленный интерес. Пользуясь случаем, мы хотим вас поздравить с наступающим праздником. С праздником, Да, наступающим с Днем праздником, Учителя. Днем Учителя, профессиональным нашим праздником. Да, профессиональных успехов, уважаемые коллеги. Да, наш семинар подходит к концу. Спасибо вам за то, что вы уделили время, нашли возможность. Да, нашли возможность. Да, спасибо вам за обратную связь. Да. Также надеемся, что действительно в скором времени появится учебное пособие. На сегодняшний день есть макет. Да, просто нужно, чтобы, как говорится, пишите, звоните. Возможно, было издание. Да, ждем вот пособия. Интересные вот сообщения я читаю, что надо бы, чтобы все пощупать, не только картину, но и, да, конечно, если о ягодах пощупать, даже попробовать клюкву и бруснику. Да, безусловно, ряд тем можно изучить в этнографическом музее, использовать возможности, ресурсы этнографического музея. Ну, действительно, да, первый класс это как пропедевтический курс, поэтому... Не сложно надо объяснять. Не сложно очень объяснять, просто, да. доступно. Вот, показывая, рассказывая, песенки попеть, поиграть и так далее. Ну, это же первоклассника. А читать, я уже говорила, тексты деда-краеведа, там будут тексты, это для взрослого, для учителя, а дети только будут смотреть на картины и, значит, слушать и запоминать. Ну вот нас поздравляют, спасибо большое, спасибо, да. С праздником поздравлять. Всех благ вам, реализация всех задач, которые поставлены, все-таки краеведение нужный, важный предмет. Вот я думаю, что у вас все получится. Спасибо вам. Всего доброго, уважаемые коллеги.